они вместе имели 9 детей, 7 сыновей и 2 дочерей. Млоихиэль по счету был 5-м ребенком. В данный момент от этих 9 детей осталось 2 брата и одна сестра, которым мы желаем много-много лет жизни. Млоихиэль Сабзанов потерял отца в юном возрасте. Его отец скончался, когда Млоихиэлю было 16 лет. К сожалению, 2 старших братьев Млоихиэля, они погибли на фронте, и вся вот эта тяжелая ноша, надо было поднимать семью. Рахмакадавоша Млоихиэль, он и его сестра Зоя, они помогали маме воспитать детей. Моше был в Самарканде, и вот, дорогие друзья, Млоихиэль помогал маме поднять детей. С раннего возраста, когда ему было всего лишь 14 лет, Млоихиэль стал уже проявлять свои таланты. Он очень и очень играл красиво на разных музыкальных инструментах. И он, дорогие друзья, позже стал композитором. Заведовал кафедрой композиции в Институте искусств города Душанбе. Энное время он был главным редактором передач таджикского телевидения. Много-много он занимал постов, дорогие друзья. Он работал в 3 местах. И хоть даже человек приходит очень усталым, он ночью находил время и писал музыку, писал композиции. Дорогие друзья, женился Млоихиэль в 1956 году на нашей замечательной, прекрасной тете Саре Пинхасовой из города Бухары, с которых он прожил счастливых 57 лет. Бог им подарил замечательных 3 детей. Самая старшая дочь, наша дорогая Апанехадам Тетнеля, которая тоже пошла по стопам отца, она тоже музыкант. 2 прекрасных сыновей, Айнородур Бошам Мулаарон Мулааркази, Бошам Мулопинхос, господин Петя, замечательные доктора, анестезиологи, которые пользуются большим-большим авторитетом, очень дружные, прекрасные дети, все 3. Приехал в Америку Млоихиэль в 1992 году. Мы очень часто сидели с ним. Он был очень скромным, порядочным человеком. Дорогие друзья, сегодня очень много людей, которые хотят выступить. В моем списке уже 15 человек. Но я сразу вам говорю, что мы не успеем дать всем слово, потому что люди приходят и приходят. Сегодня много людей не могут найти паркинг, потому что смотрите, сколько людей. Млоихиэль, он заслуживал этого. Это был замечательный, легендарный от Бога человек. Один рабай увидел одного человека. Он спросил: кто вы? Этот человек сказал: рабай, я доктор. Рабай говорит: я не спрашиваю, чем ты занимаешься и что тебя кормит. Я спрашиваю, кто ты? Он говорит: рабай, я доктор. Когда мы спрашиваем, кем был Рахмати Млоихиэль Сабзанов, то, что он был композитором, это одно. Первое, дорогие друзья, мы должны сказать, что он был человеком с большой буквы. Композитор – это его работа, это его хобби. Но как человек, это был самый порядочный, скромный, замечательный человек, который всегда всех уважал и всегда был очень и очень скромным и порядочным. Дорогие друзья, рассказывают, что однажды альпинисты сделали соревнование, кто поднимется на самую высокую гору на свете. Самая высокая гора на свете как называется? Амир. Гора Эверест. 8,5 километра высоты. Альпинисты целые месяца готовились, чтобы подняться на эту гору, чтобы не упасть, не дай Бог, насмерть с высоты. И вот наступил тот долгожданный день, когда альпинисты, которых насчитывалось 15-20 человек, они должны подняться на эту самую высокую гору на свете, гора Эверест. Дорогие друзья, еле как, с большим трудом, некоторые из этих альпинистов смогли подняться на эту гору. Из 15-20 альпинистов 5 смогли подняться на эту гору. И когда они поднялись на вершину этой горы,
Они увидели, что там 5-летний мальчик ходит и гуляет. Они говорят: слушай, мальчик, как ты здесь ощутился? Мы годами тренировались подняться на гору. Как ты здесь ощутился, 5-летний мальчик? Мальчик ответил: вы еле как поднялись, но я здесь уже родился. Дорогие друзья, есть люди, которые годами мучаются, чтобы стать композиторами или артистами или музыкантами. Рахмати Мулло Яхиэль был рожденным, он посвятил жизнь музыке, но он успел быть прекрасным мужем, замечательным отцом. Однажды один отец ругал своего сына. Сыну было 12 лет. Он говорит: сынок, я на тебя очень злой. Почему ты не похож на президента Америки Авраама Линкольна? Все вы знаете, президент Америки Авраам Линкольн, $5 там его лицо изображено. Он был президентом в 1860-е годы. Когда Авраам Линкольну было 12 лет, он шел в лес и рубил дрова, чтобы маме не было холодно зимой. Когда Авраам Линкольну было 12 лет, он ходил к другу 5 километров пешком, чтобы взять книгу, и, прочитывая, возвращал эту книгу через неделю и брал другую книгу. Однажды один отец, он ругал своего сына: дорогой сынок, почему ты не похож на Авраама Линкольна? Тебе, сынок, 13 лет, ты не можешь рубить дрова, не хочешь пешком ходить. И сын говорит: папа, когда Авраам Линкольн стал президентом, ему сколько лет было? 50. Папа, вам 53. А почему вы президентом Америки не стали? Когда человек у своего ребенка что-то требует, он сначала сам должен этим стать. Рахмати Мулло Яхиэль и Боша, наша уважаемая его жена, уважаемая тетя Сара, они не только воспитали детей словами, они показали пример, как надо правильно вести. Поэтому все трое детей, Бошан Навераго, Бошан Кенуну Дамото, они все очень и очень замечательные люди. Дорогие друзья, я хочу закончить мои речи. Сегодня много выступающих. Все вы знаете, в Италии был очень известный художник. Этот человек, его звали Микеланджело. И он однажды вытесал из мрамора скульптуру царя Давида. Ему задали вопрос: господин Микеланджело, мрамор — это такая вещь, что если человек неправильно ударит, мрамор треснет. Как вы могли вытесать скульптуру царя Давида? Это так тяжело. Он ответил: я ничего особенного не делал. Этот памятник был уже внутри этого мрамора, я только лишь ненужные куски мрамора удалил. Но вот вам вопрос. Если он в этом памятнике все детали сделал правильными, но одно ухо сделал бы большим, а остальные детали все сделал бы правильным, люди бы смотрели на одну неправильную деталь или на 1000 правильных деталей? Дорогие друзья, если у вас есть памятник, 1000 правильных деталей, но одна деталь неправильная, люди будут именно смотреть на эту неправильную деталь. Если человек имеет 1000 хороших характеров, но у него одна плохая привычка есть, люди не будут смотреть на 1000 хороших черт, которых он имеет, они будут именно на этот минус смотреть.